Сегодня четверг, и в прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом». Я ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. Буквально через несколько дней мы будем отмечать День народного единства. В связи с этим выходными днями в России объявлены 4, 5 и 6 ноября. Ну а завтра, 3 ноября, рабочий день считается сокращенным. Кроме того, 7 ноября будет отмечаться столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом и другом сегодня мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Это депутат Совета городского округа, секретарь городской организации Коммунистической партии Российской Федерации Марат Анварович Мухаметов. Здравствуйте, Марат Анварович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Рада видеть вас в нашей студии. Ну а вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. И в ближайшие 30 минут вы можете звонить нам, задавать свои вопросы, может быть, делиться воспоминаниями из советского времени, отмечать какие-то положительные моменты. Работает телефон 51495, туда принимаются звонки. Кроме того, мы принимаем сообщения в WhatsApp и Viber на телефон 8 927 303 43 43. Марат Анварович, буквально пару часов назад завершилось мероприятие, которое проходило в колледже искусств и было как раз посвящено Дню народного единства и столетию Великого Октября. Расскажите, пожалуйста, как прошло, кто присутствовал, что там вообще было? Акцент сделаю, что проходило в здании бывшего городского комитета партии. Что тоже символично. Да, в общем-то, задача или цель была собрать два поколения. У нас сегодня два праздника, по сути дела. Значит, один государственный, скажем, праздник День народного единства 4 ноября, а второй, он регламентируется сегодня законодательно как памятная дата, это столетие Великой Октябрьской социалистической революции. И на уровне нашего города мы хотели совместить эти два праздника, а их совместить в виде встреч поколений. Поколение советского периода, скажем, сегодняшние ветераны, и поколение сегодняшнее, которое празднует государственный праздник 4 ноября, День народного единства. Но формат немножко не получился так, как мы хотели бы, но, в общем-то, скажем, в зале яблоку негде было упасть. Старшее поколение подошло, и подошло современное поколение. Ну а мероприятие прошло, я должен сказать, очень тепло, на хорошем уровне. Были хорошие концертные номера, выступление исполняющего обязанности главы администрации, выступление председателя городского совета ветеранов, оба Идрисовы. Шли концертные номера, и закончилось это мероприятие в течение 1,5 часов. Значит, под руководством Тюрина Виктора Николаевича, хоровым пением или совместным пением зала попурри советских песен. То, что подняло это настроение, я считаю, это было нормальное мероприятие на хорошем уровне. Марат Анварович, и насколько я знаю, инициаторами такого мероприятия в городе выступили местные представители КПРФ, в вашем лице непосредственно городской совет ветеранов и администрация города. Скажите, пожалуйста, со дня Октябрьской революции прошло уже 100 лет, целый век. Почему важно, на ваш взгляд, даже по прошествии такого времени вспоминать события этих лет? Потому что в результате этой революции мы получили совершенно другую страну, скажем так, мирового лидера по всем направлениям развития народного хозяйства. Я вообще-то по образованию системотехник, и мне на этом языке проще говорить. Я скажу, что была сформирована система государственного управления очень эффективная, которая позволила те задачи, о которых мы сейчас говорим, которые были решены. Это и ГЛРО, это индустриализация, это победа в Великой Отечественной войны, это выход человека в космос, полет человека в космос. Все эти вопросы были решены благодаря созданию именно этой системы. Вот для иллюстрации только, можно я шпаргалкой воспользуюсь? Так? Да, несколько цифр, таких они, именно когда становилось, вот я положил перед собой, этот самый,
Вот, значит, 20, этот самый, чисто цифровые показатели, как начиналась советская власть в стране. 29 11 ноября, уже через несколько дней после революции, на третий день, скажем, Совет народных комиссаров принял декрет о 8-часовом рабочем дне. 14-27 ноября в ЦИК утвердил положение о рабочем контроле, которое на всех предприятиях, имеющих наемных рабочих или ждавших работу на дом, вводился рабочий контроль. Владельцы предприятий были обязаны его исполнять. 2-15 ноября советское правительство опубликовало Декларацию прав народов России о праве нации на самоопределение вплоть до отделения. 24 ноября, 7 декабря был издан декрет о суде номер 1, который предусматривал замену существующих судебных учреждений новыми. 25 ноября, 8 декабря было издано постановление о монопольном распоряжении государства сельским хозяйственными машинами и орудиями. 18 декабря был создан Высший совет народного хозяйства. И так далее, значит, то есть практически в течение 2 месяцев было создано совершенно новое государство, которое, значит, на деле доказало свою эффективность. Но если немножко заглядывать назад и вспоминать начало революции, вот на ваш взгляд, какие причины повлияли на то, что она вообще началась? То есть шла Первая мировая война, было временное правительство, вот все-таки что повлияло? Вот есть ленинская формула, мне кажется, очень емкая, что революция происходит тогда, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не могут жить по-новому. Причем несколько раз Ленин подчеркивал, что это обобщающая форма. То есть революция не может быть, если не произойдет, если просто низы не могут жить по-старому. И не произойдет, если верхи не могут управлять по-новому. То есть если они не могут управлять по-новому, а верхи не могут жить по-старому, только это революционная ситуация. И она была создана в стране в 17 году, значит, между отставкой Романова, значит, временным правительством, февральской революции, вот и октябрьской революции. Но большевики первыми в мире, да, попытались реализовать одну из утопических идей, это создать внеклассовое общество, да, свободно от каких-то имущественной разницы, да, и так далее, так называемого рая на земле. Вот как вы оцениваете эту идею? Удалось ли им хотя бы приблизиться? Понятно, что полностью реализовать это, наверное, невозможно. Ну, это не райское общество, в общем-то, было понятие классов оставалось, был рабочий класс, рабоче-крестьянский, значит, это было крестьянское, значит, общество. Поэтому просто рабочий класс был признан как руководящая и направляющая сила общественного развития, в общем-то. Ну и я бы не сказал, что там были утопии. 70 лет, значит, хозяйственной деятельности страны, они показали эффективность того управления. И, значит, может быть, просто какие-то системные ошибки были допущены в какой-то период, когда, значит, слишком была страна, скажем так, значит, огосударственно, когда, значит, как говорится, у нас проведена власть советов, власть народа, а когда фактически стали управлять, значит, высший партийный аппарат, чиновники, значит, здесь наступили противоречия определенные, которые привели к кризису 91 года. Ну вот уже больше четверти века, да, антисоветчики льют грязь на нашу историю, на советское прошлое, но тем не менее подавляющее большинство людей достаточно позитивно воспринимают советскую эпоху и, как показывают социологические опросы, даже выступают за установлением памятных знаков тому же Сталину, да, как в знак признания его достижений. Вот как вы считаете, почему такое отношение к истории, к Ленину, к Сталину? Вот я бы на 2 части разбил этот момент, этот вопрос. Ну, во-первых, вот мы сейчас по телевизору идет серия передач. Я считаю, значит, одним из важных показателей, значит, того периода было именно нравственное состояние общества. То есть вот это, значит, человеческий фактор, вот этот внутренний патриотизм, значит, граждан Советского Союза, от этого не уйдешь сегодня, значит. И это я ощущаю, скажем так, как выходец с того периода. И, кстати, вот сегодняшняя встреча, мы ее и планировали, как мы, значит, это самое, наше советское время, значит, побольше по нем поговорить. Ну, я думаю, мы к этому и вернемся еще, значит, в процессе нашей дальнейшей, значит, работы с администрацией города.
Но, а в целом, вот один из важных показателей того, что, значит, многие вопросы страна решала, потому что люди готовы были их решать, значит, из нравственных побуждений, скажем так. Но в отношении, значит, почтительного отношения к Сталину, скажем так, я считаю, что всегда в обществе бывает противоречие между общественными интересами и личными интересами. И здесь надо находить гармонию. Вот мы говорим о репрессиях, там, то есть когда личность подавлялась, значит, об этом много споров. Но, значит, личность Сталина, она в интересах общественных, значит, все-таки обеспечивала порядок в государстве. И я думаю, вот это один из таких важных моментов, который сегодня, значит, скажем так, интуитивно даже остался в сердцах людей, в сердцах нашего поколения, что да, значит, был развенчан культ личности Сталина, что он много на себя брал. Но, может быть, мы же не знаем сейчас, может быть, он и не мог меньше брать, потому что, значит, строилось новое общество, значит, Да, окруженное капиталистическими, значит, странами. Прошла Великая Отечественная война, которую мы победили во многом благодаря, значит, как говорится, персональному руководству событиями Сталином. Конечно, да, как Я говорится, считаю, два момента. Здесь роль личности, скажем так, и нравственное состояние общества. А нравственное состояние общества, оно как раз формировалось, скажем так, всей средой. Это и школы, это, значит, и работа, и коллективы трудовые и так далее. Вот. Ну да, и как говорится, одни считают Сталина тираном и деспотом, да, с другой стороны, не проявляют таких качеств, кто знает, как бы вообще, каким был исход. Да, чем бы кончилась Отечественная война. Вот именно. Ну вот вы уже затронули, да, что вы человек советского периода, отметили, что тогда очень высоко была развита нравственность. А вот что еще можете отметить, что было в советском времени, чего не хватает сейчас? Ну, в принципе, у нас же идет, в общем-то, эволюция. Но в советском времени, я считаю, было, значит, очень важна роль государства в экономике, в промышленности. Значит, советская власть, ведь она охарактеризовалась им, значит, общественной собственностью на средства производства. То есть, благодаря, начиная государственного плана электрификации России, значит, индустриализации страны, заводы, значит, работали, и крупные заводы работали под руководством государства. То есть шло финансирование, как сейчас говорят, инвестирование, значит, в какие-то проекты. То есть они разрабатывались коллективным разумом, в общем-то, руководства страны. Но когда решение было принято, значит, была возможность сконсолидировать, сосредоточить в одном направлении очень мощные финансовые потоки для строительства крупных промышленных объектов. Сегодня у нас этого нету. Сегодня у нас частная собственность, значит, как бы с отраслями командуют, значит, холдинги какие-то, значит, предприятиями командуют частные лица. Поэтому экономика разобщена, и мы потихоньку, и, как говорится, превращаемся неуклонно, превращаемся в сырьевой придаток мира. То есть мы живем на нефтяной игле. Значит, если вот цифры есть, я их сейчас не буду озвучить, я что-то озвучил для иллюстрации. Но, значит, вот эти тракторные заводы мощные, танковые заводы, значит, авиационные заводы, металлургические комбинаты, значит, что-то осталось, а что-то совсем ведь ушло. Поэтому я считаю, что роль государства в развитии экономики, она должна быть достаточно серьезной. Ее сегодня нету. Это мое личное мнение. Ну, это понятно. Вот с вами отметили, так скажем, то, что было хорошего, да, в советском времени, а теперь, вот, на ваш взгляд, сравнение, что есть хорошего в наши дни, чего не было в Советском Союзе. Ну, в наши дни есть хорошее то, что, значит, есть определенная открытость, скажем так, есть возможность, значит, дискуссионного обмена мнениями на самых разных уровнях. То есть, если раньше действительно это и было, значит, очень многие дискуссионные вопросы, они не выносились на всенародное обсуждение, потому что нельзя было спрогнозировать заранее, как пойдет дискуссия, кто победит в этом вопросе, в том или ином. Значит, это раскрыли, значит, в советский период только при Горбачеве эти, значит, возможности. И сейчас я считаю, что вот это, значит, открытость общества – это позитивный, значит, момент. Но эта открытость есть, значит, вторая сторона медали, значит, то, что негатив иногда открыто передавливает позитив. Марат Анварович,
Я напоминаю уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Гость студии сегодня депутат Совета городского округа и секретарь городской организации КПРФ Марат Анварович Мухаметов. У нас осталось половина эфира, 15 минут, поэтому если вы хотите задать свой вопрос или поделиться своими воспоминаниями о советском времени, поторопитесь, звоните 5-14-95 и пишите 8-927-303-43-43. Марат Анварович, Татьяна Петровна задает вопрос. В этот день хотелось бы узнать, вот мы хорошо отмечали свое пионерское время, да, в молодости, и вот как вы считаете, может быть, стоит это время возродить? Но оно и возрождается, я бы не сказал, что его нет. Вот сегодня мне очень нравятся юноармейские движения. Я общаюсь с учителями, я общаюсь с молодежью периодически, скажем так, не постоянно, все-таки уже возрастные моменты сказываются, но я чувствую, вот это движение среди молодежи есть, и это позитивное направление. То есть патриотическое воспитание, скажем так, тоже волонтерское движение. Оно сегодня есть, оно сегодня возрастает, оно сегодня поддерживается государством. Я считаю, это очень позитивно. То есть все-таки пионерию возрождать не стоит, но есть те направления, на которых стоит Неважно, сосредоточиться как в наше назовешь. время. Да, главное, чтобы Это та же были будет основные пионерия. принципы. Нет, зачем? Я считаю, что можно и пионерию возродить, и комсомол возродить. То есть это позитивные моменты прошлого, о которых мы очень тепло вспоминаем. И даже психологически, может быть, надо вернуть пионерию в школы. Вы наверняка сами были пионером. Конечно, был. Я был и октябренком. И октябренком были. А что самое яркое вспоминаете с тех лет? Может быть, это пионерские лагеря, может быть, это какие-то трудовые мероприятия? Нет, вот как-то трудовой меньше вспоминается. Именно вспоминается вот период раскрепощенности, вот эти лагеря, походы. Значит, как говорится, определенная душевная свобода была. Значит, и вот эта общность, то есть мы, эта коллективность, вот это она была, в общем-то, мы коллективные мероприятия проводили, значит, классом, это определенный душевный настрой создавало. Марат Анварович, ну вот день 7 ноября, да, который с размахом отмечали в СССР, перестал быть праздником, скажем так, с 2005 года, да, когда в России учредили новый государственный праздник, День народного единства. Введение праздника многими трактовалось как неудачная попытка заменить 7 ноября, но со временем праздник все-таки прижился, и его охарактеризовали как праздник, сплотивший народы. Вот что вы думаете об этом дне? Ну, я думаю, в этом направлении надо еще работать. Вообще-то там, скажем так, социологическая составляющая обоих праздников одна и та же. Это народ, это подвиг народа. Значит, там подвиг народа был, который привел, скажем так, к власти династию Романовых, но, по крайней мере, возродил Россию. А здесь подвиг, который, значит, привел к власти Советы, привел к власти народ и тоже возродил Россию, потому что Россия, она была тоже на грани обрушения, значит, в этот период. Там был хаос, мы все знаем, значит, это самое. Это начиная с 13 года, значит, по 17 год, как говорится, будем говорить, что было безвременье. А, значит, если говорить, скажем так, с точки зрения просто человеческого фактора, но я считаю, что праздник не надо, значит, принижать 7 ноября. Это великий день, день Великой Октябрьской социалистической революции. И надо его на государственном уровне поднимать. Надо их как-то слить, скажем так, то есть найти, значит, гармонию в этом. Это оба праздника, они, в общем-то, олицетворяют подвиг народа. И оба достойны того, чтобы иметь право на существование и быть в числе праздничных дат. Еще один вопрос задает Денис. 4 ноября во многих городах проходят русские марши. Это шествия и митинги представителей русских националистических организаций. А в нашем городе не наблюдается подобного? Я не слышал про это, но я не думаю, что это связано с Днем народного единства, потому что День народного единства, он и позиционировался при его принятии Государственной Думой именно как праздник, значит, народного единства, значит, когда было создано Мининым и Пожарским ополчение, независимо от социальной принадлежности, от вероисповедания, от национальности, то есть народ сплотился, именно народ российский тогда сплотился, значит, под руководством Минина и Пожарского для того, чтобы изгнать польскую власть.
из России и создать новую Россию. А какие-то националистические движения, они никак не сопоставимы с этим праздником. Ну и слава богу, в нашем городе все спокойно. В нашем городе в этом отношении, я считаю, все спокойно. Марат Анварович, ну, буквально в следующем году у нас предстоят выборы президента Российской Федерации. И вот недавно стало известно, что свою кандидатуру собирается выдвигать Ксения Собчак. Я не знаком с ней. Я с ней тоже не знакома, но слышала. Вот, и среди прочего она предлагает убрать мавзолей с Красной площади, вроде как, что 21 век, а у нас труп посреди города лежит, в центре города, да? Вот, что вы об этом думаете? Нужен ли мавзолей или пора уже наконец-то Ленина похоронить и отпустить с миром? Я, в принципе, против резких движений. Я считаю, вот инерционность общества – это как большой корабль, его нельзя одномоментно повернуть. И вот в 91 году мы получили то, что получили лихие 90-е, именно потому что корабль повернули, общественное, значит, движение повернули на 180 градусов. А причем здесь труп Ленина, это забальзамированное тело, оно похоронено, в общем-то, ниже уровня земли, как говорится, на глубине захоронения, просто туда открытый доступ. В общем-то, это как называется, саркофаг, что ли, значит, это самое. А потом на площади там ведь это самое, массовое захоронение, там великие люди похоронены вдоль Кремлевской стены. То есть там, скажем так, кладбище оно есть, от этого никуда не уйдешь, на Красной площади. Но единственное, что, значит, к телу Ленина открыт доступ. Когда люди перестанут туда ходить, значит, может быть, его закрыть, значит, и превратить просто в это. Может, наоборот, когда его уберут, тогда люди туда перестанут ходить? Не знаю, я говорю, я не готов конкретно, значит, сказать, но я считаю, что не надо, значит, делать резких движений в этом плане, потому что это общественное сознание, в общем-то, как говорится, 100 лет мы революции, 100 лет мы почитаем Ленина как, значит, вождя этой революции, значит, как человека, который я вот цифры называл, в течение 2 месяцев смог, значит, создать государство, которое, значит, получило, то есть результатом которого стали те, значит, влияние его на мировой общественной арене. Значит, поэтому, значит, просто так выкинуть его из памяти нельзя, так же как и Сталина. Значит, а в какой форме это, значит, когда-то было предложено, значит, скажем так, его могилу сделать открытой. С тех пор так и повелось. Вопрос от телезрителя. Во сколько сбор возле памятника Ленину для возложения цветов? 7 ноября в 10 часов. Планируется митинг? Да. Значит, об этом опубликовано, значит, в газете «Сибайский рабочий» в субботнем номере. Значит, я понял, по телевидению было объявление об этом сделано. Значит, ну и 4 ноября выйдет опять статья, посвященная столетию Великой Октябрьской социалистической революции, в газете «Сибайский рабочий». И там также будет опять, значит, дан акцент о том, что 7 ноября в 10 часов будет возложение цветов к памятнику Ленина. Спасибо за ответ. Марат Анварович, ну, многие знаменательные даты Советского Союза, да, постепенно, так скажем, пропадают, их исчезают, так скажем, можно сказать, что они сегодня даже забыты, а вот взамен них появляются новые праздники, да, вот как тот же День народного единства. Вот как человек советского периода, как вы к этому относитесь? Ну, философски надо относиться. Некоторые праздники, я считаю, как День Великой Октябрьской социалистической революции, мы никогда не должны забывать и не забудем. Мы никогда не забудем День Победы, это великий праздник. Мы не забудем День космонавтики, потому что мы были первыми в освоении космоса. Значит. Есть религиозные праздники, которые мы почитаем, значит, национально, в том числе Ураза Байрам, скажем, Пасха и так далее, значит, это самое. То есть они есть в душе народа, значит, и они останутся. Есть какие-то праздники, как говорится, ну, день, значит, какого-то поминовения или что-то, значит, ну, они, значит, есть, потом уйдут, их создают, они приходят, уходят. Таких праздников очень много за рубежом, кстати, по-моему, в нашей стране гораздо меньше. Все-таки в нашей стране в основном празднуют те праздники, которые общественно поддерживаемые, которые народ поддерживает. Марат Анварович, ну, если все-таки говорить о патриотическом воспитании молодежи, да, вот мы уже отметили, что в наши дни это движение «Юная армия», к примеру, возрождается, да, там волонтеры пропагандируют эти идеи. А в советское время каким образом строилась патриотическая работа? Ну, я уже обмолвился. В общем-то, ее однонаправленно никак нельзя провести. То есть общество в целом должно формировать среду. То есть, значит, были соответствующие книги, которые с удовольствием читались, значит, в которых этот дух патриотизма закладывался. Значит, были фильмы,
соответствующие, то есть искусство, культура. В школах соответствующие предметы были, значит, это самое. Трудовые коллективы были свои акции, свои формы, значит, свои выражения, значит, связанные с тем, что значит, каждый должен чувствовать свою ответственность перед обществом. В этом и заключается патриотизм. То есть каждый гражданин, а если гражданин говорит, что общество должно для меня что-то делать, значит, это второй момент, значит, это самое. Поэтому гражданский патриотизм, он как раз заключается в том, что формируется гражданская ответственность личности перед обществом. Ну, вы сказали, да, что были фильмы на патриотическую тематику. Вот из советского периода какие наиболее яркие можете вспомнить? Из советского периода «Тень исчезает в полночь», значит, «17 мгновений весны», ну и, значит, большие экранные фильмы, значит, на ходу вспомнить трудно, но они сегодня периодически показываются, значит, мы их видим, это самое. Ну, а современный кинематограф тоже периодически делаются попытки воспроизвести события тех лет. Вот современная интерпретация. Как Вот вы ее оцениваете, или вы не смотрите современные фильмы? Нет, я смотрю, с удовольствием смотрю, мне что-то нравится, что-то вызывает раздражение. Вызывает раздражение, конечно, были периоды, когда выпячиваются какие-то моменты, скажем так, демонстративные. Но вот я еще не видел, вот показывают фильм «Демон революции», допустим, про Ленина будет он идти, значит. Ну, очевидно, там будут показывать какие-то моменты, а это сейчас очень часто, значит, скажем так, грязное белье начинают полоскать. Я считаю, что это ни к чему, то есть есть определенные, значит, этические моменты, которых надо придерживаться. И, значит, сегодня начинают показывать, скажем так, статусных людей, знаменитых каких-то, значит, которые совершили какие-то поступки, которые их прославили в обществе. Значит. Но говорят не об этих поступках, а говорят об их каких-то теневых моментах. Они же живые люди, да, они, может, какие-то допускали моменты. Тот же, допустим, Сталин был грубоват, допустим, какие-то резкие дела, непродуманные эти самые. Сейчас их начинают выпячивать, эти, значит, моменты. Именно не те, которые, значит, прославили этого человека, а те, которые ему как личности были присущи. Любой человек с недостатками, начинает недостатки вот эти, то есть чесать там, где не чешется. Или расчесывать, значит, небольшую царапинку. Вот это мне не нравится. Этим грешат, кстати, многие фильмы. То есть это делается, ну, ради какой-то сенсации, я считаю, чтобы это самое... Привлечь внимание. Привлечь внимание, да, значит, сделать какие-то, значит, моменты. Я считаю, что не надо... Есть моменты, я уже говорил, этически деликатные, что, значит, человек, он же не образ какой-то придумал, он живой человек, и, значит, показывать его какие-то минусы, я думаю, это совершенно ни к чему. И меня вот сейчас даже вот по телевидению вот эти ток-шоу всякие идут, когда вот эти вот моменты, скажем, которые, в общем-то, стыдно показывать публично, их начинают вот, демонстративно выставлять на показ, всякие интимные моменты. Я считаю, это абсолютно ни к чему, значит, делать. Падение нравственности. Да, нужно так, больше нравственности не в надо, наши дни. падение нравственности, оно, может, где-то и есть. Особенно среди молодежи, то есть это вторая сторона открытого общества, скажем так. Но средства массовой информации не надо эти негативные моменты выпячивать. Вот это раньше, мы говорим, была политическая цензура. Она как раз и стремилась к тому, чтобы не показывать и вот это, не чесать там, где не надо чесать. Мартин Иванович, ну, к сожалению, мы не успеваем с вами более подробно обсудить эту тему, потому что время, когда кончается. Да, время нашего эфира подошло к концу, и, может быть, напоследок ваше пожелание сибайцам, поздравления. Ну, во-первых, я, конечно, значит, хочу всех поздравить с Великим Октябрем, пожелать всем самого хорошего, здоровья, значит, гармонии в обществе. Мы живем в своем городе, независимо от того, какая сегодня общественная среда, мы должны жить дружно и находить решения, которые, в общем-то, полезны городу, которые на пользу города. Но еще раз напоминаю, что 7 ноября не за горами, через несколько дней будет этот большой праздник. Он хоть и рабочий день, но тем не менее, значит, те, кто имеет возможность, я приглашаю к 10 часам прийти к памятнику Владимира Ильича Ленина для возложения цветов. Большое спасибо, я присоединяюсь к вашим поздравлениям и вынуждена с вами попрощаться. До встречи в следующий четверг. Всего доброго, до свидания.